Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Кабмине обсудили поручение президента по итогам гражданского форума, организованного Общественной палатой. По поручению президента Бадры Гунба в Махачкалу колонна с гуманитарным грузом отправилась в Дагестан. Единая Абхазия об Абхазском международном экономическом форуме в нашем сегодняшнем материале. Предложения по реализации изложенных в резолюции форума «Диалог, согласие, развитие», рекомендации, относящихся к компетенции Кабинета министров, будут представлены президенту до 7 мая текущего года. В Кабинете министров обсудили поручение президента по итогам гражданского форума, организованного Общественной палатой. Совещание прошло под председательством премьер-министра Владимира Делба. Подробности заседания в материале Айлиты Арутюнян. Напомним, Бадра Гунба поручил премьер-министру представить предложение по реализации резолюции гражданского форума «Диалог, согласие, развитие» в срок до 7 мая этого года. В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств. Владимир Делба отметил важность системного подхода к работе над гражданскими инициативами. Президент поручил тщательно проработать те рекомендации, которые были изложены в резолюции. В этой связи я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами обсудили ход наших дальнейших действий. У нас есть предложение объединить ряд рекомендаций в группы и поручить ответственным органам, исполнителям дать свои предложения, при этом создав единый центр как рабочую группу с руководителем рабочей группы. Полагаю, что наше предложение к рекомендациям по резолюции гражданского форума тоже даст основу для того, чтобы решения, которые после будут прорабатываться, точно приведут к импульсу развития в социальном и экономическом плане нашей страны. В планах демографической политики внедрение программы ежегодной диспансеризации для всех возрастов, за реализацию которой будут отвечать Минздрав и Министерство соцобеспечения. Особое внимание уделено актуализации данных о населении. Госкомитету по статистике поручено разработать концепцию всеобщей переписи в 2030 году для точной оценки демографических показателей. Также обсуждаются правовые поправки для упрощения восстановления этнической принадлежности абхазов. Министр просвещения Хана Гунба сообщила, что в сельских школах планируется открыть 5 агроклассов. Для этого специалисты изучат российский опыт, посетят несколько таких классов в России. Необходимо провести подготовительную работу, определить количество заинтересованных школьников. Прежде чем выбирать школы, нужно определить контингент учащихся и среди них количество заинтересованных детей, дальше свою жизнь связать в этом направлении. Ранее профориентационная работа, соответственно, и в этих школах будем рекомендовать открывать агроклассы. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа добавил, что в связи с нехваткой механизаторов в некоторых школах планируется вести уроки трактороведения. Обучающимся вместе с аттестатом можно будет выдавать удостоверение тракториста. Агроклассы – одна из инициатив, изложенных в резолюции гражданского форума. Необходимости агрологии и трактороведения, они актуальны. Если получится в некоторых районах, в нескольких школах, может просчитать. Кадры, они есть, в принципе, они не сложные. Чуть-чуть немного надо помочь с материальной базой, там вот хотя бы какую-то технику им надо предоставить, как это мы проходили в свое время в школах, и вместе с аттестатом получать удостоверение, скажем, тракториста. Абхазия отправила в Дагестан 80 тонн питьевой воды. Об этом на совещании сообщил министр по ЧС Лев Квициня. Там на месте еще проведем совещание, переговоры по поводу того, чтобы какие дальнейшие действия, чем мы можем помочь. И президент предложил вплоть до лекарственных препаратов, все, что необходимо, все, что возможно.
чем мы можем помочь. Потому что на самом деле там, как вы знаете, все беда. Есть пострадавшие, погибшие, поэтому будем выполнять то поручение, которое дал президент. Предложения по реализации изложенных в резолюции рекомендаций, относящихся к компетенции Кабинета министров, будут представлены президенту до 7 мая текущего года. Руководителем рабочей группы назначен Джансух Нанба. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Колонна с гуманитарным грузом отправилась в Дагестан. Сопровождает колонну министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. По поручению президента Бадры Гунба в Махачкалу отправлено 80 тонн питьевой воды. Население республики оказалось во власти стихийного бедствия. С конца марта на Дагестан обрушились сильные ливни. Вода разрушает трассы и железные дороги, сносит машины, затапливает жилые дома, часть из которых находится под угрозой обрушения. Более 130 сел остались без электричества. Более 50 без транспортного сообщения из-за камнепада. Гугу Савардания продолжит тему. Последние дни в Республике Дагестан стали настоящим испытанием. Серьезные перебои с водоснабжением привели к критической нехватке питьевой воды в ряде населенных пунктов. Сотни семей остались без доступа к жизненно важному ресурсу. Каждая бутылка воды здесь сейчас на вес золота, и ситуация остается напряженной. Абхазия в тяжелые минуты не осталась в стороне. По поручению президента Республики Абхазия Бадры Гунба МЧС страны в экстренном порядке организовала сбор и отправку гуманитарной помощи. Главный груз – бутилированная питьевая вода. Свою лепту внесли и жители города Очимчира. По поручению президента мы подготовили груз, гуманитарный груз в Республику Дагестан. Там ситуация сложная и острая нехватка воды. И поэтому 4 рефрижератора 20-тонки загружены, готовы выехать туда для того, чтобы передать этот гуманитарный груз. Кадры, которые показывают по телевизору, невозможно смотреть без слез. И сразу ребята в Очимчирском районе начали звонить, как, чем думать, как, чем можем помочь нашим братьям. И после связи с коллегами из Дагестана, значит, сделали вывод, что граждане, наши братья, нуждаются в острой питьевой воде. И вот буквально за день, за два руководство администрации Очимчирского района, бизнесмены, простые жители, все сработали как единый механизм. И вот уже сегодня мы занимаемся формированием груза, так как все необходимые средства были собраны. Десятки тонн жизненно важного груза загружены. Вода – это не только основа жизни, это сейчас и залог санитарного благополучия Дагестана, столкнувшегося с такими серьезными проблемами. У нас есть еще предложение, если будет необходимость, мы будем оказывать содействие, то есть готовы выехать с группировкой туда в качестве волонтеров. Но это зависит от их желания. Если в этом есть необходимость, то мы будем делать все возможное для того, чтобы поддержать. Отсюда колонна гуманитарной помощи отправится прямо в Дагестан. Ей предстоит пройти сотни километров, но для настоящей дружбы и помощи границ не существует. Гугу Савардания, Заур Лиев, Абхазское телевидение. Ситуация в Дагестане остается сложной. Вода сошла, но последствия наводнения удручающие. Вот что передают наши коллеги из ВГТРК. Попасть в Мамиткалу сейчас сложно. Длинные пробки 10 километров на автомобиле занимают около 3 часов. И это не потому, что там разрушены дороги или мосты. Это живая очередь из желающих помочь пострадавшим землякам. Кто не везет гуманитарку, бросают свои машины на трассе и отправляются на расчистку поселения пешком.
Сюда приехали люди со всех, даже самых отдаленных уголков Дагестана. Кто-то прибыл на своей рабочей технике, кто-то успел взять только лопату и перчатки. У каждого была своя задача, но одна большая цель. Мой друг сказал, вот так мы собираемся, едем туда, помогать людям. Решил я тоже присоединиться, чем смогу, помогу. Все есть наши братья, поэтому все родные, не родные у нас нету. Кому трудно будет, мы готовы всегда поддержать, помогать. Работы здесь много, поэтому важен каждый волонтер и доброволец. В Мамиткале после прорыва участка дамбы оказались затоплены сотни домов, десятки уничтожены. После того, как вода полностью ушла, люди находят погибший скот и машины, занесенные потоком воды в огороды. Ну и, конечно же, нужно было помочь людям очистить от ила и грязи хоть какие-то уцелевшие дворы и комнаты. Это дом, в котором я провел большое количество времени в детстве. Это дом моей родной тети. У нее был большой, красивый огород, много деревьев. Ну а сейчас это куча глины и мусора. Более того, если снаружи кажется, что сам дом устоял, то это не так. Внутри картина кардинально меняется. Видны трещины большие на стенах. И также видно, что обвалился потолок. Ну, вот здесь вот это все прекрасно видно, упали несущие сваи. Работаю строителем 30 лет. Этот дом невозможно восстановить. Его разбирать опасно, его только надо снести. Подобная ситуация и в домах по соседству. Люди с самого утра пришли разбирать завалы. Из нажитого мало что осталось. Все, что можно было вынести, вынесли, но все в мусорку. Вот и до. Сколько КАМАЗов ушло, не считали? Ой, ну КАМАЗа 2 точно ушло, а больше уже мы не считаем. Я сама работник, медработник. Сегодня, конечно, я на работу не вышла. И вот мои девочки пришли, вот выносили, помогали, смывали. Это все с моей работы работники. Большое, конечно, всем спасибо. Просто я не знаю, что бы было, когда бы мы это все разгребли. Среди тысяч неравнодушных, приехавших на место ЧП, немало и девушек. Одна из них Маржана Бабаева. Как только они с подругами узнали о случившемся, решили купить бытовую технику на пункты обогрева и продукты для волонтеров. Зубные пасты, щетки, потому что сказали, что еды хватает. И мы мимо булочной проезжали, увидели горячий хлеб, решили булочки или хлеб еще взять. У нас всегда так, если кто-то переживает сложный период, всегда найдется сосед, брат, сват с другого села, с другого города, который поддержит, протянет руку помощи. Сейчас в Мамиткале продолжаются восстановительные работы, и они скоро закончатся. Но память об этих днях еще останется надолго. Очередной удар стихии по республике – это не только история про само наводнение или прорыв плотины, но и история о людях, всегда готовых прийти на помощь, несмотря ни на что. Карим Гамаев, Магомед Имангазалиев, Гусейн Хавчаев, Асият Магомедова. Вести, Дагестан. Итоги исполнения бюджета Пенсионного фонда за первый квартал текущего года, а также перспективы повышения пенсионного обеспечения граждан премьер-министр Владимир Дылба обсудил с председателем фонда Денисом Гуларием. В ходе встречи особое внимание было уделено реализации поручений президента Абхазии по поэтапному увеличению пенсионных выплат. Вы ставили задачи, расчеты мы уже предоставляли по поводу увеличения доплат пенсии. Это те граждане, которые не получают российскую пенсию. У нас вот и в прошлом, и позапрошлом году с июля месяца мы с вами увеличивали эти доплаты ровно на 1000 рублей. И каждый год количество получателей доплат увеличивается примерно на 2000 человек. В этом году это количество у нас около 17 с лишним тысяч человек. Дополнительная потребность средств в год понадобится 206 миллионов 101 тысяча рублей. Это дополнительная потребность. Я бы хотел еще отметить именно эти категории на доплату в 2026 году. Помимо этих новых расходов запланировано в бюджете 857 миллионов рублей на доплату. Ваше предложение об увеличении размера доплат в абсолютной цифре — это сколько по всем категориям пенсионеров?
Правильно мы понимаем? Да, это те граждане, которые не получают российскую пенсию. Да, все категории, это 10 категорий, как я озвучил, 17 тысяч с лишним тысяч человек. На сколько повышается? На 1000 рублей. На Всем 1000 категориям одинаково на 1000 рублей, как и в прошлом и позапрошлом году. Да, потребность, видим, высокая по году. Такие задачи, которые поставил президент, надо выполнять, решать их. И в этом смысле хотел бы спросить, вы делали расчеты, исходя из времени начала очередной индексации, с какого периода? С июля месяца. С июля месяца. Да. И вот с июля месяца, если такие решения будут приниматься, там какая потребность нужна будет? Ровно половина, это 103 миллиона рублей до конца года. Ну, я порекомендовал бы и предложил бы, безусловно, с учетом исполнения бюджета пенсионного фонда за текущий период этого года, проработать и рассмотреть возможность представить нам предложение с 1 мая проиндексировать. Не с 1 июля, а с 1 мая. Я так полагаю, что мы сможем такие решения принять и обеспечить финансово обеспечить выплату. Реализация социальной политики в Республике Абхазия, мы с вами об этом часто говорим, является ключевой, важнейшей задачей в сфере государственной политики в целом. Нам наша краткосрочная цель, о которой мы говорим, которую ставит президент, нам в обозримом будущем, причем чем быстрее мы это сделаем в краткосрочном периоде, довести размер пенсии до прожиточного минимума. Если мы с этим справимся, это будет на самом деле подспорье, да, нашим пенсионерам. Это уже за год у нас прошедший вторая индексация предлагается. Очень надеюсь, что уровень доходов позволит в текущем году еще раз рассмотреть возможность проиндексировать. Но пока расчет, перерасчет, если вы в ближайшее время представите, с учетом вступления в силу с 1 мая. Новых размеров доплат. Задачу, которую вы поставили с 1 мая, мы расчеты представим. Министерство экономики объявляет о начале отбора инвестиционных проектов для предоставления льготного кредитования. Минимальная стоимость проекта 50 миллионов рублей. Доля собственных средств инвестора не менее 10%. Приоритетные отрасли – сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, легкая промышленность, а также сфера туризма, создание и эксплуатация средств размещения. Полный перечень необходимых документов и форма заявления доступны на официальном сайте Министерства экономики. Консультации по вопросам участия в отборе можно получить в Государственном инвестиционном агентстве при Минэкономике. Телефон для связи 229 42 22. Успешное проведение Абхазского международного экономического форума открывает новые перспективы для экономики республики. Как отмечают в политической партии «Единая Абхазия», мероприятие имеет стратегическое значение. Не только демонстрирует потенциал, но и создает основу для дальнейшего экономического роста. Репортаж Шазины Ханагуа. Международный экономический форум стал знаковым событием, масштаб которого поражает. Атмосфера говорила сама за себя. Живая, динамичная, с ощущением, что все только начинается. Здесь говорили не только о планах, но и о конкретных проектах, которые могут изменить экономический ландшафт уже в ближайшие годы. Новые инвестиции, новые партнерства, новые перспективы. Члены Республиканской политической партии «Единая Абхазия» отметили, что форум прошел на высоком уровне и заложил прочную основу для дальнейшего устойчивого развития республики. Экономический форум прежде всего показал полную поддержку проводимой политики президента Республики Абхазия Бадра Гумба. Все направления, инфраструктурные проекты, увеличение сельхозпродукции, энергетика, туризм были озвучены президентом в послании Народному собранию Республики Абхазии и получили свое системное отражение на форуме. Безусловно, курс президента направлен на улучшение жизни наших граждан, на увеличение их доходов. И проходящий как раз-таки экономический форум получил такую мощную экономическую поддержку в реализации всех направлений.
Большое количество круглых столов, меморандумов и соглашений, подписанных на площадке форума, без сомнения являются залогом значительного и долгосрочного успеха. В этом уверен депутат Народного собрания Инар Сацба. Результаты взаимодействия с коллегами из России на самых разных уровнях свидетельствуют о большой перспективе нашей страны не только в экономическом плане, но и в других сферах. На всех прошедших площадках мы активно обсуждали с нашими коллегами, с представителями и политических партий, и сообществ бизнеса все вопросы, связанные с нормализацией общего фона и стабильности в нашей республике. Это, несомненно, важный фактор не только в экономическом плане, но и во всех остальных, несомненно. Хочу отметить значительные аспекты, связанные с цифровизацией, которая активно внедряется во все сферы нашей республики. Это, несомненно, важный фактор. Я как депутат парламента хочу заявить, что парламент Республики Абхазия всегда активно включался во все процессы, связанные с экономическим развитием страны. Что немаловажно, парламент принимает выверенные решения и готов для любых сотрудничеств, которые направлены на развитие нашей с вами страны. Политическая стабильность как ключевой фактор инвестиционной привлекательности Абхазии. Под таким названием накануне форума прошел круглый стол, организованный политической партией «Единая Абхазия». Главная цель встречи – продемонстрировать внешним партнерам готовность абхазского общества к поиску компромиссов, а также единство всех здравых политических сил в стремлении развивать экономику республики при поддержке дружественной Российской Федерации. Особую значимость дискуссии придало участие представителей ведущих политических партий Российской Федерации. Я считаю, что явился серьезной площадкой для общения разных людей, разных направлений. Он значим был своей представительностью, так как там были представлены как люди разных политических направлений, так и чиновники высшего ранга и депутаты парламента. Радует то, что при всех разных мнениях пришли, так скажем, к определенному пониманию того, что политическая стабильность нашей республики – это залог к ее процветанию, к экономическому росту. Безусловно, экономический форум имеет стратегическое значение, считает председатель партии Алхас Барзани. Ключевую роль в организации форума сыграл президент Бадра Гунба. Поддержка и участие Сергея Кириенко усилили этот импульс, придав мероприятию дополнительный масштаб и вес. Мы все понимаем стратегическое значение участия Российской Федерации для нашей жизни. Тут, в этом формате, очень хочется поблагодарить главу российской делегации Сергея Владимировича Кириенко. Хочется поблагодарить нашего президента Бадра Зурабовича Гунба за то, что он предоставил нам всем такую возможность провести экономический форум международный. Наша республиканская политическая партия проводила круглый стол. Мы обязательно будем всех собирать, мы обязательно будем разговаривать друг с другом, искать ключевые точки для соприкосновения. Абхазия сегодня – это не только про красоту, это про силу, характер и стремление расти. Республика делает шаг вперед уверенно и амбициозно. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В ВАГУ продолжается ежегодная научно-практическая конференция. Мероприятие проводится не только среди преподавателей, но и среди учащихся. Милана Агарба послушала доклады студентов юридического факультета. Что примечательно, работы были подготовлены на 2 языках. 13 студентов юридического факультета подготовили доклады для научно-практической конференции. Согласно установленному регламенту, на каждое выступление отводилось от 5 до 7 минут. Ребята затрагивают очень важные, актуальные темы. И, наверное, нужно отметить, что при рассмотрении таких вопросов и выступлений на конференциях мы можем формировать те или иные мнения по поводу различных сфер нашей жизни и можем предлагать какие-то определенные идеи и предложения, которые могут быть услышаны благодаря нашим преподавателям и студентам, благодаря тем исследованиям, которые они сделали.
В связи с этим хотелось бы, наверное, пожелать ребятам удачи и чтобы, конечно же, они занимались научными исследованиями, чтобы в дальнейшем это и поощрялось, и для развития, в принципе, законодательной базы, в которой есть пробелы, да, чтобы наши ребята могли в дальнейшем восполнять такие пробелы, конечно, с помощью наших преподавателей. Доклады звучали не только на русском, но и на абхазском языке. Конференция вызвала живой интерес в студенческой среде. Многие ребята изъявили желание представить свои исследования. Подготовка проходила под руководством опытных наставников, преподавателей и заведующих кафедрами, которые выступили научными руководителями проектов. По словам студентов, они выбирали темы, исходя из актуальных проблем современного законодательства. Другие обращались к глубоким истокам истории и культуры. Во время предмета уголовного права мой преподаватель Хакбы Фремгаревич сказал о том, что будет проведена такая конференция. В прошлом году мы в ней участвовали в качестве зрителей. Возник интерес, и после его предложения я подумала, почему бы и нет, хочется иметь такой опыт, и согласилась. Тема моя была посвящена анализу категоризации преступления именно в постсоветских странах, ведь некогда они имели общую основу, а теперь уже встали на путь своего национального развития уголовного законодательства. И выводом у меня было то, что несмотря на четырехзвенчатую категоризацию преступлений в этих странах, существуют различия в их наполнении, и эти различия в дальнейшем, если продолжить исследования, могут быть и внедрены в нашу категоризацию преступлений. После каждого выступления были вопросы, где студенты демонстрировали глубокое владение материалом и умение аргументированно отстаивать свою точку зрения. Милана Агарба, Заур Лиев, Абхазское телевидение. У въезда в село Джирхуа Гудаутского района установили скульптуру всадника. Это работа жителя села мастера Адгура Кабба. По словам автора, инициатива установить скульптуру принадлежит ему и односельчанам. Идею поддержали и многие местные жители. Вся работа была выполнена за месяц. Финансовую помощь оказали частные лица. Каркас лошади железный. Сама скульптура сделана из цемента. По заказу сельчан конь покрашен в черный цвет, а всадник в абхазской национальной одежде. Детали его костюма кованые с имитацией серебра. Жители села планируют следующую скульптуру установить между селами Джирхуа и Званлипш. И в старину, и сейчас у нас всегда были всадники, у нас команда Джирхуа есть конная. И считали, что это более такой классический вариант, который подходит к селу. Да. Это как сквер, как фотозона, въезд в село. Место здесь историческая трасса, историческая, здесь военная дорога, считалось. Мост здесь Николаевский. Очень положительно все отнеслись с радостью, на самом деле, останавливаются, фотографируются и спрашивают. Проблема с подтоплением улицы Лакоба на пересечении с улицей Генерала Дбар будет решена. По поручению главы администрации Сухума Тимура Агарба здесь начались работы по капитальному ремонту ливневого трубопровода. Сейчас укладывают пластиковые трубы, после чего приступят к прокладке новых бетонных дождеприемных колодцев с решетками, которые будут принимать ливневую воду. Общая протяженность трубопровода будет составлять 325 метров. В связи с тем, что практически каждый дождь происходит подтопление улицы Лакоба на пересечении с Генерала Дбар, главой города Сухум были поручены работы по капитальному ремонту ливневого трубопровода на улице Генерала Дбар. На сегодняшний день проводятся работы по укладке труб пластиковых в связи с тем, что старый ливневой трубопровод, который проходил по зеленой зоне тротуарной части этой улицы и был поврежден корнями деревьев, принято решение укладывать трубы вдоль бортового камня. Будут уложены с двух сторон трубы 500-го диаметра от улицы Лакоба до улицы Когоня. Также близ пересечения с набережной по этой же улице, по Генерала Дбар, будет уложена труба диаметром 1000 мм, тоже пластиковая. Будут устроены новые дождеприемные колодцы бетонные с решетками для того, чтобы принимать ливневую воду. И будет решена проблема с подтоплением данного участка дороги.
Общая протяженность трубопровода будет составлять 325 метров. Будут устроены 10 новых дождеприемных колодцев бетонных для приема дождевой воды. А сейчас расскажем о погоде. В среду, 8 апреля, в Абхазии ночью и в конце дня кратковременные дожди, гроза и туман. Температура воздуха ночью 5-10, днем 9-14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Амшакшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.